Сейчас его просто покрасить, потом... Отец так воспитал, чтобы я с детства знал, откуда берутся деньги, как их зарабатывать. И мне пришлось где-то на третьем курсе уже работать в компьютерных клубах. Я помню, у меня были сети продажи попкорнов. Это я один из первых, кто продавал вот эти попкорны по всему городу. Каждый человек выбирает свой путь. Я также выбрал свой путь политика, путь непосредственно депутата. Это не просто депутат, это слуга народа. Все мои законопроекты направлены только в одном направлении. Это для улучшения жизни, качества нашего населения. То, что от меня требуется, я стараюсь его выполнять. Особенно я очень сильно поддерживаю молодежь. Бывают люди, у которых есть стартапы такие, проекты хорошие, но нет финансов. Да? В то же время я делал акцент на ребят, у которых финансовые проблемы в семье. Выбрали 17 человек в Китае и 5 человек мы выбрали в Германии. Единственное, с Германии без конкурса я провел одного из наших мигрантов. В Москве, находясь наш Бигзат, доставлял еду. И вот, услышав его историю, у него тоже была мечта обучиться в Германии, мы решили его без конкурса провести. Сам по себе я такой человек, что редко отдыхаю, но пытаюсь хотя бы один раз в неделю уделить время своей семье. Мы обсуждаем все их проблемы, какие бы они ни были бы, я стараюсь выслушать их всех. Спорт — это для меня вторая часть моей жизни. Я вообще сам по себе такой, если что-то меня волнует или что-то тревожит, или есть какой-то определенный недостаток, я стараюсь его перебороть. Такой маленький страх с детства, что ли, немножко высоты боялся. Я увидел, что у нас появились вот такие вот парапланы, но я решил это перебороть, и у меня это получилось. Хочу видеть Кыргызстан с новой столицей, где там будут такие высотные, этажные, новые здания. Я хочу спокойно доехать до города Ош на высокоскоростных поездах, когда пенсионер спокойно мог бы за свои деньги уехать за границу отдохнуть, чтобы дети у нас учились в таких вот школах, когда учителя получают очень хорошую заработную плату. Мы могли бы обратиться в любую больницу, и там нет проблем. И чтобы этот врач, леча человека, не было проблем в голове, что там у меня с контрактом моего ребенка, есть ли дома продукты, нету продуктов. И таких вот проблем не было у наших врачей. Вот в такой стране я хотел бы жить.